С 7 по 9 октября Министерство культуры Республики Абхазия совместно с Международным фондом культуры Фазиля Искандера проводят 6-й международный фестиваль культуры Фазиля Искандера под названием «Стоянка человека». Мероприятие прошло на набережной Махаджиров. Выбор места не случайен. Коренные сухумчане помнят, здесь находилась библиотека-читальня, утраченная еще до войны. Здание было очень красивым, с большими стеклянными окнами. Редкие фотографии подтверждают это. Среди гостей мы увидели североосетинского режиссера Аслана Галазова, снявшего фильм по рассказу Искандера «Детство Чика». Кинематограф обращался и в советское время активно к творчеству Фазиля Искандера. Но я думаю, что и сейчас Искандер очень актуален. Вот, и мудростью, и добротой. И вот какой-то вместе с тем, вместе с этой добротой, какой-то суровостью в отношении незыблемости каких-то нравственных принципов, устоев. Вот, мне кажется, это сегодня важно. Ну и, конечно, юмор, как говорил сам Фазиль Искандер, юмор есть способ выманивания человека из греха уныния. Вот, сегодня, мне кажется, это важно. Многие унывают. Вот. Поэтому вот вчера кто-то говорил, вот рассуждая о творчестве Искандера, что это такой как бы антидепрессант. Фазиль Искандер такие устанавливает, мне кажется, связи вот этого места, Абхазии, ну не межгалактические, но точно международные. То есть вот если в мире литературы, причем как по горизонтали, скажем, не знаю, там Маркес, Фолкнер, да, вот, так и по вертикали, там Толстой. Вот я часто, это может быть не очевидно там, но, скажем, вот Сандро из Чегема, там вот такой какой-то дух Рабле, вот дух мощный, оптимистический, вот какой-то вот дух, какая-то жизненная сила, вот несмотря вот ни на какие и трагические обстоятельства. Ну и да, вот поскольку о трагическом мы заговорили, я всегда считал, что Искандер в то же время и трагический писатель. Наверное, то, что как бы в литературе Фазиль Абдулович делал, это вот преодоление этого, и вопреки этому трагизму жизни, я бы вот еще сказал, что это вот такая литература достоинства человеческого. Чика освободил всех собак. Мы ничего не видели, ничего не знаем. Ну и, конечно, вот огромная любовь не только к людям, но вообще к миру, к животным. Директор Совета Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазина Агарба предложила общественности восстановить библиотеку-читальню и помочь в ее оснащении книгами Фазиля Абдуловича. Фазиль Абдулович был исключительным при жизни. И я вот призываю всех, кто помогает, кто участвует, кто знает и любит, оставить вот эту его исключительность ему и после жизни. То есть он не любил, когда его изображают, рисуют портреты, лепят бюсты. Лучший памятник, исключительный Фазилю Искандеру, это будет восстановление этой читальни, чтобы здесь был вот как бы дом Искандера, культурный дом. И чтобы это была обязательно общедоступная библиотека, читальня, бесплатная, но оборудованная по новейшему слову, возможному технике. Я с большой радостью и честью возьму на себя много обязательств по наполнению книгами, содержательными событиями, потому что
фильмы, не знаю, передачи, фестивали. Это все лишь для того, чтобы читали книги. И я хочу вам напоследок маленький кусочек, чтобы все-таки телезрители тоже прочувствовали, что это будет поэтический вечер. Я прочитаю маленький отрывок из «Хочу я в горы». Друзья, я с вами, и без клятвы. Мы слово держим, как топор, а наши нервы крепче дратвы. Верны мы сердцем сердцу гор. Я к вам приду не в гости, пройдя охотничью тропу. От мелкой дружбы, мелкой злости, большую трудную судьбу. Официальный представитель Международного фонда Искандера в Абхазии Эльвира Арсалия главной задачей этого мероприятия считает возведение культурных мостов. Но вообще суть фестиваля, объявлена еще на самом первом фестивале в 2015 году, она была о том, что надо строить мосты. Искандер, как писатель, которого хорошо знают в Китае, в Иране, во всех европейских странах. То есть это возможность строить мосты, культурные мосты, развивать связи. И сегодня, на мой взгляд, в очень непростое и сложное время, когда весь мир отгораживается и строит стены, возможность проведения фестиваля в таких адаптированных условиях и безопасных, на мой взгляд, во-первых, она даст и зрителям, и участникам вот ту жизнеутверждающую силу, которая есть у него в произведениях, у самого писателя. И, конечно, она такое вот извечное движение культуры, развитие и сохранение, актуализацию, на мой взгляд, сегодня останавливать нельзя, но надо с учетом всех этих норм, которые сегодня существуют, все возможное делать. Поэтому сегодняшняя презентация, сегодняшнее подписание, оно происходит в очень малом составе, на открытом воздухе. Все мероприятия фестиваля, они были пересмотрены и по возможности сделаны максимально безопасно проведены. И мы очень надеемся, что уже в следующем, на 7-м фестивале, он вернется к своим масштабам, и участников будет больше, и мероприятия будут более масштабные. Из-за того, что в республике введен запрет на массовые мероприятия, фестиваль проходит при небольшом количестве приглашенных. Однако это не помешало мероприятию состояться. Если мы все начнем никнуть, мы, наверное, вообще жизнь может остановиться. Данное мероприятие было запланировано еще в сентябре месяце. Мы говорили на эту тему с представителем Международного фонда культуры Эльвирой Анатольевной Арсали, представителем, она является в городе Сухум. Вот, было, значит, очень, знаете, для нас с восхищением воспринято, что такой фестиваль пройдет в городе Сухум, столице нашей страны, с учетом того наследия, которое нам оставил Фазиль Абдуллович. Мы все это чтим и думаем, что через вот такого рода мероприятия будет пропаганда нашего быта, нашей культуры, нашей гуманности. Вот. Ну вот как-то так. Мы, конечно, как говорится, с большим восхищением восприняли, что мы можем оказать какое-то содействие для того, чтобы это было реализовано. Так и в будущем также, наверное, вы услышите, здесь будет сказано о том, что мы договорились подписать соглашение, мы его сегодня подпишем, о сотрудничестве, в рамках которого будут реализовываться такого рода мероприятия, другие программы будут приниматься, которые будут направлены как раз-таки на то, чтобы пропагандировать наше историко-культурное наследие города, страны, народа нашего, основанное на творчестве Фазиля Абдулловича. Вот так вот. На второй день фестиваля его организаторы совместно с администрацией города провели презентацию нового сборника стихов Фазиля Искандера «Звездный камень». Когда в 2015 году мы открывали первый фестиваль, когда приехал сюда Сакуров, и только начинались съемки фильма «Софичка», мы даже не предполагали, что за 6 лет это будет такое большое количество идей, интересных предложений, каких-то совершенно новых, не знаю, целей и задач, которые были реализованы и прошли под эгидой фестиваля. Вы вчера вспоминали только произведения Искандера. Это «Софичка», это «Сандро из Чегема», это «Широколобы», «Кролики и удавы», «Мальчик и война». Все они нашли свое воплощение в художественных либо документальных фильмах,
в первом анимационном фильме, в спектаклях, которые сегодня живут, собирают зрителей, участвуют в гастролях. И суть самого фестиваля все эти годы заключалась в том, чтобы все мероприятия были не однодневные. Это идеи, которые проходят, получают такую вот первую презентацию, наверное, в дни фестиваля, но затем они получают такое вот продолжение. Сегодня, на мой взгляд, для фонда, для фестиваля день особенный, потому что все эти годы фестиваль проходит в партнерстве с Министерством культуры, с Сухумским домом юношества, с другими организациями. Но это первый год, когда совместно проходят мероприятия с городом Сухумом. И, наверное, это совершенно не случайно, потому что герои Искандера, многие герои Искандера, они жили в этом городе, и несколько лет подряд литературная карта Искандера, которую мы могли наблюдать, она как раз проходила по всем этим местам, и, может быть, когда-нибудь это станет частью такого вот литературного познавательного маршрута. По его книгам сегодня снимают фильмы, ставят пьесы на разных языках во всем мире, читают его произведения. Через его перо, через его искусство Абхазия получала и получает и сегодня свое, можно сказать, творческое признание. Я так бы сказал. Вот хочу и вас, и нас всех поздравить вот с сегодняшним днем, со вчерашним днем, с тем, что проходит у нас в столице. Вы знаете, вот я была, так получилось, в Бостоне захожу в библиотеку, спрашиваю, есть книги Искандера? Их там было больше на всех языках, и русском в том числе, чем в московских библиотеках. Я хочу, чтобы у нас было такое место, где книг Фазиля, вот все, и на разных, было. Вот есть такое место, город, где он родился, вырос, есть такая читальня, и вот там вы можете найти все книги, даже то, что библиографическая редкость, я постараюсь добыть, привести. Ну и плюс, конечно, чтобы это все-таки были и современные средства коммуникации, общения, и не только Фазиль. Он же на многих повлиял, на меня повлиял, на писателей. Здесь можно устраивать, разные встречи на гуманитарные темы, потому что мое мнение, что в мире вообще произошла гуманитарная катастрофа во всем мире, и как следствие этой гуманитарной катастрофы все остальные кризисы, и финансовые, и социальные, и так далее, и так далее. Я почему-то уверена, что у тех, кто читает Искандера, этот шанс выше. Просто как бы все это пережить, преодолеть. Даже по поводу эпидемии у него есть такое подробное описание. Это вот на русском он написал, это «Царский гонец», видимо, на абхазском «Ахдитает». Когда оспой болели, у него детально прописано, как надо себя вести во время эпидемии. Кульминацией мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией города и фондом. Затем всем приглашенным раздали книги со стихами Искандера и памятными подарками. Поэтический вечер продолжили любители стихов Фазиля Абдуловича. Каждый прочел свой любимый стих, и это было очень символично. В любимом городе поэта, на его любимой набережной звучали его мысли, чувства и переживания. А для нас утешением звучат в эти непростые времена его мудрые слова. Я считал всегда своим долгом помогать человеку взбодриться в этой трудной жизни и быть достаточно добрым, достаточно честным, а вообще конечная задача искусства, как и религии – очеловечивание человека –